Сейчас у нас на связи из Санкт-Петербурга Александр Невзоров, публицист, журналист. Здравствуйте, Александр Глебович. Привет, Александр. Привет, дорогой. Вопрос такой. Я слышал ваше выступление по поводу Томоса, и из него следует, что, в общем-то, в процессе борьбы Московского патриархата с Константинопольским, вот последних эпизодов, выяснилось, что Московский патриархат вообще незаконен. Вот как вы оцениваете легитимность нынешней Русской Православной Церкви в целом? Ну, понимаете, я не могу оценивать легитимность, потому что для меня все эти разговоры, они в любом случае, такие кляксы Роршаха, то есть нечто за пределами здравого смысла. Я могу только говорить о том, что создалась совершенно дикая ситуация, когда в коммунальной квартире на общей сходке жильцов тот, кто орал громче всех, требуя запретить посещение туалетов и требовал вывернуть кому-то лампочки, вдруг, как выяснилось, сам не имеет в этой квартире никакой прописки. Вот как это получилось, я подозреваю, что Гундяев и сам не знал этого пикантного факта. И теперь скандалище, конечно, уже будет никак не удержать в берегах и в русле, потому что, да, действительно, Константинополь в свое время, для них это имеет огромное значение. Это мне смешно, да, но для них это все важный фактор. Константинополь не предоставлял России право, скажем так, называться патриархией. Он как-то тихо с этим смирился, поскольку были сложные времена. Но вот эта важнейшая формальность не была выполнена, и сейчас по факту Русская Православная Церковь, РПЦ, на самом деле находится, скажем так, весьма и весьма скандальной ситуации, когда вдруг выясняется, что украинская митрополия гораздо старше, и что РПЦшным деятелям, а также всем церковленышам, верующим, придется каким-то образом не только примириться с тем, что в Украине церковь более авторитетная, древняя, старшая и полномочная, но и еще выстраивать с ней отношения не сверху, а снизу. Александр Глебович, вот судя по реакции Московского патриархата на все последние события, я бы назвал ее так скромно нервной и достаточно агрессивной с точки зрения риторики по отношению к Константинополю и лично к патриарху Варфоломею. На мой взгляд, будет очень сильный клинч, мы с вами атеисты и можем это говорить, так сказать, без религиозных тонкостей, будет такой серьезный бой в публичном поле. Как вы думаете, какие шаги предпримет Москва в отношении Константинополя? Не может быть никакого серьезного боя, потому что бой серьезный возможен только между равноправными и равноценными противниками. То, что Гундяев и его организация с точки зрения канона и церкви не является легитимной организацией, выводит его из числа серьезных спорщиков. Он просто не имеет права устраивать никаких скандалов ни по поводу Украины, ни по поводу Варфоломея, ни по поводу вообще чего бы то ни было. Он действительно сейчас должен занять какую-то драматически несчастную позу и в ней пребывать без права голоса, без права скандала, без права диктовать кому бы то ни было, что бы то ни было. Сейчас справедливо константинопольцы назвали все истерики РПЦ ничтожными, абсолютно отдавая себе отчет в том, что вот в своем этом церковном мире это действительно так. И там величие, авторитет, важность измеряется не количеством мигалок, не золотом, не обилием государственных подач, не длиной бород и важностью бижутерии.
на груди, потому что все это вполне может сделать любой коллектив любого провинциального цирка. И бороды отрастить, и понавешать на себя любые штучки, и вообще как угодно в это играть. Но с точки зрения их церковных отношений, все равно церкви делятся как бы на черные и на белые, на старшие и на те, которым была дарована автокефалия. Вот Константинополь в этом смысле для всех авторитет непререкаемый. И если, например, соберутся какие-нибудь активные и злые, и умные верующие Русской Православной Церкви, они вполне вправе будут подать и в Константинополь, и в гражданские суды гигантское количество исков о том, что их на протяжении долгого времени водили за нос, что, притворяясь легитимной и авторитетной, РПЦ таковой не была никогда. Но, правда, в защиту Гундяева я должен сказать, что, скорее всего, это никому не приходило в голову. И это все обнажилось только в ситуации с этим кошмарным скандалом, когда они сами полезли в Украину. При этом, как ты помнишь, я был первым, кто всегда говорил Украине, что избавляйтесь от РПЦ, потому что в тело Украины была по плечо всунута московская рука, которая могла с большинством внутренних органов важных жизненных систем Украины творить все, что угодно. Когда я говорил, ребята, в первую очередь выдерните эту руку, да, потому что ни о какой независимости, ни о какой свободе, ни о какой победе вы говорить, имея это в себе, никогда не сможете. И последний вопрос, Александр Глебович. Вот вам оттуда виднее из-за поребрика, я прошу прощения за такое питерское слово. Да, вот чего ждать Украине, украинцам, украинскому государству, каких действий от Украинской Православной Церкви Московского Патриархата здесь? Вот физически, на ваш взгляд, как они будут защищаться? Физически, я подчеркиваю, будут ли провокации какие-то, инсценировки нападений, поджогов? Вот я имею в виду такого рода действия, такого боевого, приземленного свойства. Ну, во-первых, я думаю, что, конечно, будут, потому что это движуха, потому что это вообще всем интересно, потому что Москва очень привыкла действовать таким образом, но, может быть, это тот редкий случай, когда, ну, скажем так, она могла бы и воздержаться, потому что, во-первых, сразу вылезет вся ослинность ушей. Понятно, что любой взрыв, любое отравление, любая бомба, любая кровь немедленно будут и, может быть, справедливо приписаны Москве и тем силам, которые Москва может вбросить в этот конфликт. На самом деле, так называемым верующим абсолютно по барабану, да, юрисдикция церкви. Им важно, чтобы все было законно, чтобы все было правильно. А так, грубо говоря, где именно прописан поп, который наделяет их магическими услугами, их не очень беспокоит. Главное, чтобы поп был законный, ставленный и принадлежащий какой-то авторитетной церкви. Поэтому я думаю, что вот непосредственно сами украинцы, они самостийные, самовольные и самочинные, никаких особых кровищ устраивать не будут. Мы всегда знаем, что кровь в Украине появляется только когда туда вбрасывают очередных подонков, очередных кровавых умельцев, которые быстро заваривают вокруг себя грязь, кровь, гной, ненависть, склоку. Тогда, да, действительно, но мы знаем, что, в общем, в принципе, Москва любит шалить. Таким образом, и ресурс идиотов огромен, который можно туда к вам вбросить. Поэтому абсолютно нельзя быть уверенным, что все пройдет гладенько и тихонько. И ограничится только внутрипоповским скандалом.
Большое спасибо, Александр Глебович. С нами был Александр Невзоров, публицист из Санкт-Петербурга.